На прошлой лекции я рассказывал вам об истории татарской мечети, о прошлом татарской мечети. Сегодняшняя лекция будет посвящена современным мечетям Татарстана. Мы все выходцы, наверное, здесь присутствующие, все выходцы из Советского Союза, и вы, наверное, помните, что во времена Советского Союза мечети не строились, ни мечети, ни храмы. Это было атеистическое государство, такое основанное на идеологии отрицания Бога. Оно просуществовало 73 года и в одночасье перестало существовать, как мы скажем, да. Так вот, эти 70 лет, 73 года, они безбожие, так скажем, да, они отразились на многом. В плане архитектуры они отразились следующим образом, что 70 лет архитекторы не занимались культовым зодчеством. Понимаете? 70 лет. То есть 3 поколения зодчих вообще не занималось, не имело отношения к культовому зодчеству. Хотя, как вы знаете, культовое зодчество – это вершина архитектуры. Вся история мировой архитектуры – это, по сути дела, история культового зодчества. Начиная с Древнего Египта и до наших дней, это все сплошь культовое зодчество. Исчезают цивилизации, и от исчезнувшей цивилизации остаются только храмы. Не дворцы там, не еще что-нибудь, а именно храмы остаются. Так вот, у нас исчезла цивилизация советская, скажем так, да, храмов она после себя не оставила. Возвращаясь к теме вот этого что ли, этого перерыва, да, 70-летнего в сфере культового зодчества, в 90-е годы все как-то уже запреты на религию сняли, да, сняли запрет на религию и начали строить и церкви, и мечети, и все возрождать, все, что было, да, понимаете? А опыта навыков проектирования нет ни у кого. Нет архитекторов, которые бы знали, как проектировать мечеть, как проектировать церковь. И это до сих пор сказывается. Мы 30 лет пытаемся вот это вот преодолеть эту полосу отчуждения от культового зодчества, да и только вот к сегодняшнему дню, на мой взгляд, вот, мы можем как-то еще уже как-то набрались опыта, да, в проектировании культовых сооружений. Это не только в мечетях, это и в храмовом зодчестве православном, тоже российском это все очень сильно сказывается, да, пока вот, на мой взгляд, еще вот в христианском православном зодчестве не появилось таких, что ли, объектов такого звучания, какие были до революции, да, в русской архитектуре. Еще такого уровня не достигли архитекторы, чтобы создавать шедевры в области культового зодчества. Это все последствия вот этого отчуждения от культового зодчества. Я так считаю. Так вот, что у нас происходит на начало 90-х годов? Я уже говорил, возврат, да, к культовому зодчеству, уже оно становится доступным, решенным. И после падения, падения, что ли сказать, я не знаю, как назвать, что делается в Москве. Тогда был мэр Лужков. Первым делом восстанавливает храм Христа Спасителя. Буквально первым делом, начало 90-х буквально, да, восстанавливается храм Христа Спасителя, белокаменный, который был построен в свое время в честь победы России над Наполеоном, на народные средства был построен, да, такой величественный храм, такого псевдорусского стиля, архитектор Тон вообще в центре Москвы красавица. И был взорван в советское время, да, Каганович лично участвовал в том, чтобы этот храм взорвать, его там нажимали кнопками, отпутывали там всякими взрывчатками, очень долго с этим занимались, потому что был добротно построен храм, культовое зодчество. Она всегда добротно строилась в свои времена, так скажем. Нельзя было допускать халтуру при строительстве храмов. Это понимали прекрасно, да? Поэтому и взорвать-то было очень непросто. Но взорвали, в конце концов, взорвали, разграбили и так далее. И на этом месте решили построить Дворец Советов, такой памятник советской идеологии, такой огромный пьедестал с Лениным, сам Ленин высотой 30, представляете, какого размера пьедестал, там был конкурс объявлен, там победил Иофан, это должно было апофеоз торжества советского строя, должно было собой символизировать этот храм, понимаете, да? Вот, и его начали строить, уже возвели каркас металлический, ну, тут началась война. Во время войны выяснилось, что нельзя летать на фанерных самолетах, невозможно воевать фанерными самолетами с фашистами, надо металлические.
а металла в стране было не так много, так скажем, да, и разобрали весь этот металлический каркас на самолеты, на нужды авиастроения, так скажем. Так, кончилась война, все, ну и после войны уже там другие проблемы были, надо было восстанавливать разрушенные города, и не до дворца, и интерес к этому дворцу Советов пропал. И ну, на место этого строительства образовался огромный котлован. Этот котлован залили водой и сделали там бассейн Москва. Круглосуточное такое, круглогодичного пользования. Лично я там купался зимой, очень было, когда учился в Москве, это самое большое удовольствие было. Там водичка была теплая зимой, подогревалась так. В теплой водичке плаваешь зимой, и шапочка резиновая тут покрывается коркой льда. Это свои прелести были, да, у этого бассейна. Так вот, говорю же, значит, в 90-е годы Лужков принимает решение о восстановлении этого храма. Благо, что все чертежи, фотографии, все это сохранилось, и можно было это все восстановить, воссоздать в первозданном виде, великолепном. Воссоздали, и даже лучше, чем было раньше, потому что раньше это были просто стены штукатуренные белые, покрашенные белой звездкой, а сейчас это сделали из белого мрамора колгинского, великолепно все. Прекрасно восстановили снаружи, внутри и так далее. То есть это было своим, ну, таким, можно сказать, пилотный проект восстановления храмов и по всей стране, так скажем. Да? Так вот, на фоне того, что происходит в Москве, мы перемещаемся в Казань. Что у нас происходит здесь, в Казани? 90-е годы. У нас тут Ельцин, Шаймиев, разграничение полномочий, суверенитет, рост национального самосознания и так далее и тому подобное. И вот на этом фоне, значит, наш тогдашний президент Шариев принимает решение о воссоздании мечети Кул-Шариф на территории Казанского края. Благо, есть московский пример воссоздания, мы и в себя тоже восстановим мечеть, которая была разрушена при взятии Казани. Да? Ну, так и звучало, вот был объявлен конкурс на проект воссоздания. Ну вот здесь вот со словом воссоздание получается некая такая сложность, потому что воссоздать храм Христа Спасителя было можно, потому что были все материалы, да, все чертежи. А вот воссоздать мечеть, ханскую мечеть, которая была на территории Казанского Кремля, это вопрос намного сложнее, потому что никаких изображений, никаких документов, чертежей, ничего этого не было. Да? То есть, в этом заключалась очень большая сложность. Воссоздать то, что кто ничего не видел. Да? Ну, это из серии сказки «Пойди туда, не знаю куда, купи то, чем принесет». Вот примерно такое же было условие: воссоздать и все. Не сделать новый проект, а воссоздать. То есть это было, значит, проект на воссоздание. Это вот одна сложность, да, этой задачи, решение этой задачи. Другая сложность какая? Соборная мечеть надо воссоздать. А где у нас соборные мечети вообще? У нас их и нет. Соборных мечетей, понимаете? Вот у нас соборная мечеть, ну вот в Булгарах соборная мечеть я рассказал, которая одна колонна осталась. Ну и в Петербурге соборная мечеть была построена, скажем, в начале 20 века. Питерские татары собрали деньги, эмир Бухарский выкупил участок в Петербурге, да, как-то вот это построили. Тоже был конкурс тогда, тоже, кстати говоря, архитекторы тогда тоже соприкоснулись с этим проблемой, что такое соборная мечеть татарская, мы тоже не знаем, значит, были разные конкурсы, и, ну, долго не думали, что ли, долго не на эту тему не напрягались. Тогда были свежие памяти вот соприкосновения России с Туркестаном, 1995 год, конец кампании среднеазиатской, да, и русский мир соприкоснулся с великолепием наследия архитектуры тимуридов, понимаете, да, вот это Самарканд, Бухара и прочее, вот эта красота, естественно, всех пленила, и в Петербурге построили соборную мечеть по образцу, подобию Гуры мира в Самарканде. Понимаете? То есть, по сути дела, это чисто такая азиатская, тимуридская архитектура. Там ничего такого татарского, честно говоря, и нет. Ничего там нет татарского. Такового. Ну, соборная мечеть, да? То есть опираться на какие-то аналоги, да, чтобы сказать, вот как надо соборная мечеть, не было такой возможности. То есть соборная мечеть надо было тоже как-то еще придумывать, собственно говоря, что это такое соборная мечеть. Конечно, квартальные мечети были, у нас квартальные сохранились в Казани, Азимовская, Бурнаевская и так далее. Это квартальные мечети, которые обслуживают какой-то
определенный узкий круг людей, определенную махалю, жителей квартала, а это общегородская, очень большая, соборная, у нее есть другие функции, да, это пока на тот момент никто не знал. У нас, во всяком случае, потому что, конечно, вот в этих самых исламских странах это все знали и нормально, но мы, отлученные от бытовой архитектуры, 70 лет никто у нас этого ничего не знал. Это вот второй аспект, момент, что ли, такой сложности, связанной с заданием на проектирование этой мечети Кул-Шариф. Кстати говоря, название тоже придумали, как она будет выглядеть. Говорю, воссоздать мечеть Кул-Шариф. Название уже дано. Тому чего еще нет. Еще один момент. Воссоздать не в чистом поле или где-то на окраине города, а прямо в Казанском Кремле. Кремле Казанском, который весь наполнен историческими памятниками архитектуры, и поставить туда новодел, в это окружение памятник, чтобы он там хорошо смотрелся к тому же, чтобы он там не кричал там своим видом, я самый красивый, там, а вы все остальные подвиньтесь, да? Чтобы он органично вписался в эту среду архитектурную. А среда-то совсем не, так скажем, не мусульманская, православная храм, Благовещенский собор, что-то монастыри, и там ничего такого восточно-мусульманского-то и нет. И туда надо воткнуть исламскую мечеть. И чтобы она там как-то с ними соприкасалась. И с Благовещенским собором, и, скажем, и с Пушечным двором, и Дворцовой церковью, да, и так далее. Это тоже такая супер задача для архитектора. И надо сказать, что это самая сложная задача в архитектурном творчестве. Писать новую архитектуру в историческую среду. К примеру, подобную задачу решали в Москве, когда Никита Сергеевич Хрущев решил прямо в центре Московского Кремля построить дворец съезда. Не где-нибудь там в Москве, а именно в центре нашей страны, в центре, прямо в сердце России воткнуть дворец съезда, чтобы партийные съезды проходили именно в Кремле. Вот надо заходить, какой-нибудь живой. Ну, естественно, никто не посмел возразить. А там смотрят, а в Кремле-то и ставить-то негде такой большой. Пришлось снести оружейную палату 18 века, памятник архитектуры. Снесли, и на этом месте, значит, подключили всех архитекторов Москвы, первым делом главный архитектор Пасохина, все проектные организации московские, Моспроект 1, Моспроект 2, Моспроект 3, всех, чтобы они решили эту задачу, поставленную перед ними, построить дворец съездов, чтобы партийные съезды там проходили. А архитекторы, они же прекрасно понимали, что все-таки ставить новодел вот в это сердце России, так сказать, искусственный клапан, мягко говоря, да, это задача, ну, пытались как-то вот это все спрятать поглубже под землю, вот все эти помещения, там был дворец, там же съездов, там тысячи, там не знаю сколько людей, это гардеробы надо, туалеты надо, все это надо разместить, и все пытались по максимуму под землю. То есть сверху только вот сам зал, вот этот, да, вот такой вот. Сделали его весь стеклянный, как можно было по тем временам, чтобы вот эти храмы, купола, церквушки отражались, чтобы вот он как своим видом там как бы, ну как бы я есть, как бы меня нет. Вот, все отражается, и вот я там весь растворился в этом Кремле. Вот так, таким подходом пытались решить эту задачу. Да? Ну, показали Хрущеву, говорит, да, хорошо, ну а где у нас столовая? Говорит, столовая в подвале там у нас. Внизу. Как в подвале? Нет, ни в коем случае. Столовая наверху, чтобы после съезда мы поднялись и посмотрели всю красоту московскую. И пришлось им столовую прямо на крышу поднимать. Там балюстрады ее прикрыли, спрятали. Ну, в общем, решили эту задачу. Все прекрасно. Все получили после этого государственные премии Пасохин. И Пасохин сказал при награждении самому Хрущеву, что, в принципе, это не он, это все Никита Сергеевич придумал, это ему надо премию давать. В общем, все. Чин-чинарем, Гагарин слетал в космос, там его в этом новом дворце чествовали. В общем, рассвет, прекрасно все, замечательно стоит этот новодел в Московском Кремле. И вот сейчас уже нету там никаких съездов, там только один Газманов поет раз в год. Пусть он функциональный, никак не нагружен, не нужен там, уже стал. Что с ним делать, не знаю. Другой аспект. А украсил ли он Московский Кремль вообще своим видом? До сих пор возник, а что он там делает вообще? Среди этой красоты кремлевской. И на этот вопрос время дает ответы. Рядом с Москвой рекой, рядом с Кремлем находилась огромная гостиница России. Самая большая гостиница в России. Снесли на этом месте парк Заречный.
как ничего не было. Ну, поднялась рука, спокойно снесли все это советское наследие, да, понимаете, как ничего не было. Сейчас вот совсем недавно взбудоражило всю московскую общественность решение Собянина о том, чтобы снести здание СЭФ, Совет экономической взаимопомощи, вот, в виде книжки, которая в конце Нового Арбата находится. И на этом месте поставить что-то такое супер современный какой-то монстр такой вот. Рука поднимается у них снести это. А почему они так спокойно все это сносят? Потому что советский период не оставил храмов. Он оставил дворцы какие-то, здания СЭФ, которые со временем мы понимаем, что архитектурных ценностей не представляют. Их можно спокойно снести. Понимаете, да? Что такое архитектура советского периода? Она не оставила памятников, которые можно взять с собой в будущее. Не оставила. Так, мы сейчас возвращаемся уже к мечетям, да, вот это было такое сложности, которые возникли при проектировании. А тут надо было в Казанском Кремле вот сейчас мечеть там поставить, представляете, да? И еще там в Москве была опытные архитекторы проектной организации, занимались этим зданием СЭФ, а тут надо люди, которые никогда этими мечетями не занимались, и надо вот еще прямо нашей жемчужинки нашего города, прямо в Кремле все это воткнуть. Архив такая задача. Вот мы приступаем уже к этому видовому кадру, да. Ну вот первое, вот что собой это Казань, гравюры Алиария 1636 года, что собой представляла Казань, скажем, ханского периода, ну какие-то тоже, ну типа догадок таких вот. Но во всяком случае мы видим, что это город с крепостными стенами каменными, укрепленными, да, и весь напичкан храмами, храмы. Неважно, сейчас не будем обращать внимание, это церкви или это мечети, но во всяком случае это такое общее представление о том, что город был насыщен. Да, насыщен культовой архитектурой. Да это не могло быть иначе, потому что вот этот атеизм-то он пошел вообще совсем недавно появился, все человечество до сих пор жило вместе с Богом, понимаете, и все города, будь это Западная Европа, будь это азиатские города, они всегда все были наполнены храмом и культовой зодчеством, да, храмы были всегда рядом в шаговой доступности при любой религии, что христианской, что католической, что мусульманской. И поэтому города были напичканы этими храмами. Ну вот, еще раз у нас тут уже гравюра Леспилоса. Это, по сути дела, представление, наверное. Это нет достоверности того, что это достоверные рисунки, да. Может быть, это своего рода рисунки по воображению. Но вот у нас панорама Казани, мы видим, да, местоположение нашего города, Кремля, это вообще великолепно, на холме стоит, ну просто... Кремль, то есть у нас все другие Кремли, посмотрим на территории России вообще, да, не все на холмах стоят, потому что должна быть такая неприступная зона. И вот что было там, и вот что у нас было 1996 год. Ну, голый вы видите, да, абсолютно прямо, 96-го никакого еще музея-заповедника не было, абсолютно, да, ничего еще не было, он был... Страшно было зайти в Казанский Кремль, если вы помните, он был в полной нищете. Это сейчас он такой красивый весь, такой. А вот 96-й год это было вот в таком виде он был, короче. А да, вот я показываю вот мечеть, это в Санкт-Петербурге соборная, да. Вот посмотрите, это мечеть Тимуридов, ничего такого здесь татарского нет. Но вся прелесть в том, что вот это вот своими фаянсовыми куполами, специальный завод фаянсовый под Петербургом открыть для того, чтобы покрыть купол, да, соборной мечети в Петербурге. В чем все-таки прелесть, не могу не сказать, соборной мечети, ее прелесть это, да. Вообще Петербург, он, конечно, чисто европейский город, да. Это, ну, в чистом виде он сам Петр его заложил как европейский город, похожий. И, на мой взгляд, там только два таких объекта, которые выбиваются от этой европейской, что ли, общей парадигмы образа этого города. Это мечеть, да. И второе, храм на крови. Да? Храм на крови, который был построен в честь убиенного царя. Где такой в псевдорусском стиле, такой напоминающий очень своим видом собор Василия Блаженного.
резко контрастирует на фоне вот этой вот классики, Растрелли, Росси, Кваренги и прочее. Западноевропейская архитектура, появляется такие чисто русский мотив вдруг и среднеазиатский. Вот они в этом все создают такую необычайную прелесть Санкт-Петербурга, на мой взгляд. Понимаете, это два таких мощных объекта, которые накладываются на этот классический контекст фасадов Санкт-Петербурга. Так, и вот мы, значит, приходим к мечети Кул-Шариф, что ли. Вот у нас как тут уже выглядит. Вот наверху мы видим планы. 90-е годы люди стали возвращаться к вере, да, к исламской вере, и обнаружилось, что вот начали какие-то учебные образовываться, какие-то появляться учебные классы создавать, медресе какие-то, обучаются Корану, да, Корану, основам ислама вообще. И казалось, что больше всего туда ходят женщин, а не мужчин. Такой интерес больше всего у женщин появился. И поэтому, когда мы вот проектировать начали, да, я забыл сказать, что был конкурс, и вот мы в этом конкурсе, значит, там было 16 проектов, победили и приступили, скажем так, к проектированию этой мечети. Так вот, по условиям конкурса надо было, значит, женщинам тоже предоставить доступ, чтобы тоже туда ходили в мечеть. Хотя по исламу, значит, не обязательно, чтобы в соборную мечеть ходили женщины. Да вообще это не нужно, собственно говоря. А женщины должны молиться дома. Это нормально, понимаете, да? Это не ущемление прав, это нормально. И вот в связи с тем, что такие историческая ситуация подобного была до 90-е годы, для женщин тоже надо специальное помещение. И здесь очень важно, чтобы вот эти женские и мужские потоки не соприкасались вообще. Женщина ходит, мужчина ходит, чтобы друг друга не видели вообще, в упор. Поэтому мы здесь предусмотрели два входа. А мужской вход, нынешний вход, это со стороны верхней террасы, это юнкерское училище бывшего. Туда сейчас это главный вход. А женский вход был снизу, с нижней террасы, прямо у стен. С противоположной стороны должен был быть. Нет, к сожалению. Стрелочка ходит, да. Видно стрелку? Нет здесь. Здесь не ходит стрелочка. Ну, не ходит она. Придется мне самому, что ли, подойти туда. Вот. Женский вход был отсюда, понимаете, да? Снизу. Но и там были свои вестибюль был, гардеробы свои, да, женщины по лестнице поднимались сразу на галерею второго этажа они оказывались. Но в процессе проектирования там появились красивые, хорошие идеи у наших руководителей, что там еще в этом мечети еще музей ислама. А куда его девать, засовывать-то? Некуда уже, некуда. Ну вот, все, женщин убираем, и вот на этом месте у нас будет музей ислама, вход закрываем, и, в общем, женщина будет ходить вместе с мужиками в одни двери, ничего страшного вообще. За это время ничего с ними не случится. Да? То есть, по ходу движения нам прямо приходилось все это разворачивать. Да? Сейчас там, вы знаете, вот музей ислама находится, и гардеробы уже там женские, они уже совсем по-другому используются, но это не суть. Но, во всяком случае, она функционирует, не суть важно, не так, как задумано, да, у нее своя жизнь. Архитектор придумывает одно что-то, а объект живет, и живет, он начинает жить уже своей жизнью. Не обязательно так, как задумал архитектор. Образ мечети, его создать. Образ никто не видел, да. И вот это была самая сложная задача вообще. Найти образ мечети так, чтобы она была татарской. Татарской, не арабской, не иранской, не турецкой, а татарской. Татарский мечеть соборная, кто-нибудь до этого видел? Никто не видел. Никто не знает. Вот надо будет изобрести этот новый образ соборной татарской мечети. Изобрести. Тут мы его упорно долго изобретали. В конечном итоге это получилось центрично-купольная мечеть. Центрично-купольная, что имеется в виду? То есть это основной объем, перекрытый куполом, да? И 4 минарета по углам. Вот изначально такая была общекомпозиционная идея. 4 минарета и символизируют, во-первых, 4 угла Корана и обращение ко всему миру. Все 4 стороны света, призыв к азану во все 4 стороны света. Все, вот вся идея была в этом заключалась. Но в процессе проектирования появились умные какие-то историки, откуда-то взялись, сказали, что вот мечеть была 8 минарет. Почему 8? Вот якобы вот есть такой источник исторический, Джафар Тарихи, там написано, что мечеть имела 8 минаретов. Дошли до руководства, убедились, что надо 8 делать.
А уже мы 4 сделали, куда еще 4? А куда, как добавить? Ну, указание пришло, не 4, а 8. Надо решать задачу. Решать задачу. И вот смотрите, что мы тут, как мы ее решаем, собственно говоря. Вот у нас 4 основных минарета, и мы видим с вами, стрелочка не работает. Ну, появились маленькие минаретики, вот они, вот, с двух сторон. Да? 6. Ну, еще 2 надо куда-то придумать. И вот над входом мы сделали еще такие, ну, а-ля минарет, что ли, такие завершения, да? Ну, в общем, что-то похожее на минарет, скажем так. Ну, в общем, в итоге 8. Все нормально, все, успокоились. Ну, хотя, когда мы проезжаем, наверное, под Кремлем или проходим, да, мы эти 8 не видим, никто не прочитывает, что их 8. На самом деле, мы видим 4. Это изначальная задумка, которая была, так и осталась. Ну, формальность мы соблюли, 8-8, ну, композиция так и осталась. Центричная купольная, с 4 минаретами по краю. Все. Да? Вот она так и живет. Традиционные мечети, арабские, турецкие и иранские, они развиваются по горизонтали. То есть входим, площадь, как правило, перед мечетью, да, потом, значит, какой-то саннат, да, для сунны, потом, значит, уже основной молельный зал, то есть они развиваются по горизонтали. У нас в этих стесненных таких условиях такой возможности нет. Мы не могли так мечеть так расширить, тогда узкий двор это Егорского училища. И пришлось композицию развивать по вертикали. То есть мы входим, вестибюль, да, распределительный узел, гардеробы, поднимаемся, там тагорадные внизу, да, подвале еще, поднимается мужской молельный зал и верхний уровень женский молельный. То есть у нас композиция идет по вертикали развития объемно-пространственной структуры, в отличие от остальных мечетей мира, где идет все по горизонтали. Да? Мы условия такие, что в итоге. И так получилось то, что получилось, как вы видите, да, была куча всяких, ну, надо сказать, что очень долго искали, куда бы нам эту мечеть воткнуть. Да, куча было панорам, рисунков всевозможных выполнено, прежде чем определить, в каком месте мы все это будем втыкать-то. А, по сути дела, места много-то не было. Куда? Единственное, было, искали археологи, где остатки мечети, которые были разрушены, искали, никаких фундаментов не нашли. Да и найти не могли, потому что на месте мечети все построено, Благовещенский собор построен, каменное сооружение. Я понимаю, там Иван Грозный не любил мечети, да? Все посносил на следующий день. Ну а фундамент зачем трогать? Ну, строить можно, рациональный подход. Они все построены, все остались сооружения. Поэтому, сколько ни копаем, мы фундамент мечети там не найдем. Под ними сооружение, здание под ними находится. Понимаете, да? Вот это вот моя фрагмент ручной панорамы, который я рисовал. Ну, такие панорамы, наверное, я не знаю, не десятки, ну, сотни, наверное, было. Еще согласовать и утвердить, где же у нас будет мечеть, как она будет выглядеть с разных точек, значит, со всех точек Казани, по сути дела, как она будет выглядеть в конечном итоге. Даже было дело такое, мы даже на пароходике Митиме Шарипычем и всей его командой плавали, эту картинку он показывал, вот так будет, значит, с Волги, это все видно, будем так смотреть, да, как она будет. То есть все очень так серьезно подходили к этому вопросу. Облицевали снаружи тоже мрамором Койлгинское месторождение Челябинской области. Ну, по подобию храма Спасителя такой. У них мрамор, наш мрамор. По поводу мрамора, надо сказать, что у нас в России 3 источника белого мрамора, 3 месторождения, 3. Одно из них в Карелии, да, Полоцкий мрамор так называемый. Второе, вот у нас еще в Саянах есть, но там очень мало, там нет такого промышленной возможности, промышленного освоения. И есть село Койлга Челябинской области. Огромный котлован туда бесконечность уходит уже, там мрамор вырабатывают. Он не такой прекрасный, красивый, как, скажем, каррарский мрамор, да, которого все скульптуры Микеланджело сделал. Белоснежный, прозрачный, или как греческий мрамор, такой сахарный, абсолютно белый, как сахар настоящий. Наш Койлга такой серый, грязный, вообще-то содержит очень много железа, смеси, да, и
пасмурную погоду, посмотреть на него, через куши, на него смотреть не хочешь. Такой серый, грязный, некрасивый совершенно. Пасмурную погоду. А вот солнечную погоду, он вдруг ни с того ни с сего этот мрамор становится белым. Вот такое у него есть свойство. И то есть нам Всевышний или Господь дал такой подарок, что на территории России свой мрамор дал. Не надо его закупать в Турции, где-то вот из своего. И главное, он по техническим параметрам великолепен, понимаете, он выдерживает температурные перепады, да, заморозка, разморозка, из показателей, значит, качества материала. Никакой греческий, никакой там карарский наши суровые зимы не выдержит, понимаете? Весной все это, зимой, осенью намокает дождями, вдруг морозы, и вся эта влага, она замораживается в этом камне, и камень разрушает. А наш Койлминский это все выдерживает. Вот сейчас 20 лет уже в этом году. Мечеть-Пушариф стоит, и мрамор стоит, не падает, так скажем, да? До сих пор все это, слава Всевышнему, стоит в том виде, как это было сделано. Что еще надо сказать? Ну, строили турки, турецкие компании. Потому что вся конструкция монолитная. А в советское время ни из монолита ничего не строили. У нас было, значит, только сборное домостроение, панельки, помните, да? Все из готовых элементов наших вот этих ЖБИ, короче.